Правила этикета и добронравия культуры народа, вытекающей из духовного мира наций с древних времен, занимала важное место в совершенствовании нравственности общества. Природа является одной из своеобразных и мудрых помощников, способствующих развитию культуры человечества. У восточных народов есть такая мудрость, которая гласит: «У смотрящего на протекающую воду, на горящий огонь, скачущего коня, свет очей становится ярче». Говорит Черкезы Файдугды, житель села Ербент, поселка Богурдак и трапа Акбугдай Ахалского вилаята. Желание заниматься соколиной охотой возникло у меня, когда я учился в 7 классе. В те времена мой отец занимался птицами. Стоя рядом с ним, я учился у отца правилам охоты. Дрессировка орлят требует упорного труда, ведь они маленькие, только из гнезда. Не могут сами питаться, надо самому учить их. Отец делился со мной своими познаниями о птицах. Вспоминаю его слова. «Сынок, когда орлята взяты только из гнезда, они очень маленькие. В то время они не знают, как питаться самостоятельно. Их просто забирают со скал с гнезда, где корм им подносила орлица. Когда их разлучают с ней, ты должен научить их есть кусочки мяса. Понемногу преподносить к клюву. Орленок должен уметь клевать. Это приманка. Кладем в нее кусочек свежего мяса. Ты должен показать птице мясо, чтобы она выклевала его. Ты обучаешь птенца, как питаться. Поэтому птица считает тебя кормильцем. Ты заботишься о ней, как его мама. Орленка привозят в мае месяце, когда он еще маленький. Иногда крылья, хвост появляются у них в мае, иногда позже. Мой отец говорил, что птиц забирать лучше в период цветения гармалы. Если же с периода цветения гармалы пройдет 10-15 дней, то у птицы уже появляются крылья, она начинает летать, поэтому ее поймать сложнее. Вот почему забирать птиц лучше до цветения гармалы, а это в мае, наставлял отец. Когда мы птиц забрали из гнезда, мы должны должным образом осуществлять уход за ними, чтобы они к нам привыкли. Кормить их необходимо около 9 месяцев, а 3 месяца охотиться. Отец говорил: «Сынок, никогда не спеши. На руках начинай нести птиц в сентябре. Поднимать их лучше ночью, с позаранку, в прохладное время суток. Тогда они будут бесстрашными. Поднимать надо аккуратно, чтобы не напугать. Брать на руку надо 40-50 дней. Так как мы обучали птицу есть с приманки, она так и тянется к ней, чтобы съесть кусочек мяса. Теперь, привязав к ее ноге длинную веревку, надо раскрыть крылья птицы. Это начинается в октябре. Как я уже говорил, это мы называем приманкой. В нее помещаем мясо. Мы привязываем к ноге птицы веревку. Отпускаешь каждый раз на разные расстояния. Чтобы научить птицу охоте, каждый день необходимо увеличивать расстояние. 100 метров, 200 метров, 300 метров. В конце она с расстояния в 1 километр прилетает к приманке. В это время наблюдаешь за полетом птицы. Отец говорил: птица на пути к приманке летит низко, камнем устремившись вниз, и не перестает парить крыльями. Она лучшая в охоте. Поэтому папа говорил, что теперь ее нужно готовить к охоте на зайцев. Говорил, что здесь нет другой охоты. Потом мы с отцом готовили садок. Наиболее подходящее время для этого осень. Заяц хорошо идет к акации песчаной. После того, как заяц попался, мы кормим птицу над жертвой. Тогда же у юнцов появляется новое блюдо — степной заяц. В общем, птица начинает знакомиться со своей будущей добычей. Кормишь птицу только зайцем, больше ничем. Спустя 3-4 дня мы проверяем, как же наша птица будет реагировать на зайца. Поначалу много гонится за ним, но поймать все же не решается. На что отец говорил: пока она маленькая. А другие птицы
называемые у туркмен торгуш, они себя так вести не будут. Они не отстанут от зайца. «А это какие птицы?» — спрашивал я у отца. На что отец отвечал мне: «Дикие, неприрученные птицы, соколы. Они охотятся сами среди скал. Охоте их учит их самка. Дрессировка отличается от той, которую проводит человек. Скорость такой птицы достигает 280 км в час. Говорят, сила удара составляет 40-45 килограммов, и, наверное, поэтому, говорят, бьет сильно. От такого удара заяц теряет сознание. Вот таким образом учат птиц охотиться. Охотники, уходя на охоту, забирали с собой ловчую птицу и тазы, так как их действия слажены и взаимосвязаны. Именно поэтому стала традиция использовать ловчих птиц вместе с тазы. Иногда гончие после долгой охоты устают и двигаются очень медленно. Видя такое состояние гончей, сокол камнем падает вниз, цепкими когтями хватает добычу за спину и сваливает ее. После этого гончая с новой силой бросается за зайцем. Вот так и охотимся. Сначала я охотился с отцом, теперь охочусь один. Отец мой наставник. Вместе с отцом мы пасли овец. Однажды он мне сказал: «Сынок, сегодня возьми птицу». Я ответил: «Хорошо». Потом мне папа сказал: «Сынок, возьми птицу на руки. Вот так подбрось ее». Заяц лежит. Испугался птицу. Я держу птицу. Вот так я и учился этому делу. В этом деле моим наставником был мой отец. Он обучил меня всем тонкостям охоты. С тех пор никак не могу отойти от этого дела. И к птице привыкаешь, что потом никак не можешь с ней расстаться. Он мне из Койтендага отправил птенца, совсем крохотного. Он даже есть не мог самостоятельно. Я пришел к отцу и сказал: «Папа, он даже есть не может. Ни корм, ни мясо». На что мне отец сказал: «Сынок, научи. Возьми корм на руку и поднеси ко рту птицы. Она сама возьмет. Вот так поднеси ко рту. Посмотришь, как она будет есть». Я сделал, как мне сказал отец. Вот так я стал ухаживать за ней, кормить ее. Вот так и выросла. Соколиная охота начинается в октябре, и в январе охота завершается. После охоты мы подводим итоги, решаем, какую птицу как кормить. Отец говорил, что если птицу кормить тушканчиком, то спина птицы будет словно покрыта инеем. Такая пища будет способствовать укреплению когтей. Они не будут ломаться. Если сможешь, корми ее тушканчиком. Они обитают в песках. Вот так мы и охотимся. Вначале у нас были 2 гончие собаки. Они находили тушканчиков, находили их норы. Нелегко поймать тушканчика. Мы долго выжидали их. Затем придумывали разные способы их поймать. В нашей работе помогали и гончие собаки-тазы. Есть методы ловли тушканчиков с этими собаками. А если нет собак, то мы их ловили вот таким нехитрым способом. Находили нору, расстилали перед норой платок, и когда тушканчик наступал на платок, вот таким образом ловили его. И если кормить птицу ими, то их когти будут крепкими. Как говорил мне отец, очень трудно тренировать птицу и коня. Но человек, способный тренировать птицу, сможет тренировать и коня. Отец приобрел и коня. Человека, который тренирует птицу, называют мюрш, а коня — коневодом. Вот этими кормами можно поднять птицу. Тогда я спросил у отца: «А как узнать об укусе осы?»
Отец мне сказал, что если хочешь узнать об укусе осы, необходимо наблюдать птицу во время охоты. Птица парит низко. Если птица здоровая, то, увидев зайца, бросается за ним, широко распрямляя свои крылья. Если это случится, то обязательно нужно помочь птице. После охоты вечером нужно кормить птицу. Если хочешь узнать, поела она или нет, нужно вот сюда надавить, и сразу станет понятно, поела она или нет. Для того, чтобы птица была упитанной, ее нужно кормить жирным мясом. При правильном подходе к воспитанию питомцев, то птицы и тазы становятся прекрасным тандемом. Правда, основную работу в охоте на зайца осуществляет сокол, тогда как тазы выступает в роли помощника. Умный пес тазы знает, что и как ему делать без подсказок. Tavşanın boynağrosundan beri ayardım da. Esas yülük var da sonuçta yağıldırak yülük berdim.